Часто дети становятся виновниками автотранспортных происшествий. Сегодня, как никогда, актуален вопрос воспитания грамотных пешеходов. Знакомить с правилами дорожного движения, соблюдение которых является законом для каждого, надо начинать с раннего возраста, так как знания, полученные в детстве, наиболее прочны, а правила, усвоенные в эти годы, впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. С этой целью в дошкольных образовательных учреждениях нашего района проходят мероприятия с участием сотрудников ГИБДД. На прошлой неделе в детском саду номер 4 села Верхнее Иркиево прошло мероприятие под названием «Дорожная азбука» для ребят средней и старшей группы в рамках недели безопасности. В процессе обучения детей безопасному поведению на дороге и в организации мероприятий по профилактике ДТП с участием детей воспитателями Лилии Надыровой и Ларисы Асалгареевой были проведены обучающие игры, знаки на дорогах по правилам дорожного движения, ознакомление со светофором и многое другое. На проезжей части улицы двигаются легковые и грузовые машины, но они никому не мешает, потому что строго следует правилам дорожного движения. Я еду на машине, куда хочу. Верчу куда, руль куда хочу. Все улицы и дорожки пройду за полчаса. Иди, моя машина, туда, куда хочу. Тарарам, тарарам, тарам, там. Пи-би-би, пи-би-би, пи-би-би. Кто это, ребята? Это я, Незнайка. Научим Незнайку правилам дорожного движения? Да! А теперь мы скажем знаки дорожные. Нельзя бегать, а машины ездят. Кто скажет мне, что это за знак? Дети, они не должны по дороге бегать. Активные ребята поделились о своем опыте перехода через дорогу, рассказали о правильных действиях на разные сигналы светофора, вспомнили о переходах на улицах села без светофоров и дорожной разметки «Зебра». В ходе мероприятия инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Гульнара Алтапова рассказала детям о местах безопасного движения для пешеходов, для ребят во время катания на самокатах, роликах и велосипедах. Также она познакомила юных пешеходов со светоотражающими элементами, рассказала и показала их в принцип действия, а также о необходимости использовать на одежде и предметах в темный период времени. Подытожив тему, Гульнара Фаниловна подарила детям светоотражающие элементы для одежды. Такие мероприятия в интересной игровой форме позволяют малышам лучше усвоить нормы и навыки правильного поведения на улице, формировать в себе дисциплинированного участника дорожного движения. Луиза Шарафудинова, Ринат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш».